Работа, проводимая правительством на протяжении последних 2 лет в части бюджетной консолидации и оздоровлению государственных финансов, дали результаты. Ведущие международные и российские аналитические агентства оценивают наш кредитный рейтинг как стабильный и позитивный. Проект бюджета на 3 года предполагает выход на профицитный уровень. А еще по прогнозу дефицит в 2019 году будет связан с увеличением расходов на исполнение социальных обязательств и майских указов президента. Впрочем, до сих пор неизвестны суммы федеральных субсидий. В проекте бюджета предусмотрена индексация социальной поддержки населения, это с 1 января 2019 года на 4%, как раз на прогнозируемый уровень инфляции. Хочу сказать, что последний раз мы индексировали меры соцподдержки в 2016 году. Также в бюджете предусмотрено бюджетное ассигнование на продление таких мер социальной поддержки до 2021 года, как региональный семейный капитал. Это единовременное денежное пособие при усыновлении и удочерении детей, это ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, а также возмещение транспортных расходов беременным женщинам и гражданам, которым необходима онкологическая помощь. Увеличат и расходы на индексацию зарплаты бюджетникам, госслужащим, а также повышение МРОТ, минимального размера оплаты труда, в связи с чем в ближайшие 3 года ожидается стабилизация уровня доходов населения. Положительно на уровне жизни скажется и реализация 12 национальных проектов. Средства на реализацию предусмотрены. Глава региона отметил, что и региональные ведомства, и муниципальные власти должны усилить контроль за исполнением и расходованием бюджетных средств. Контроль должен быть ежедневным. Есть ответственные лица, они фактически все определены, в каждом министерстве есть зам, который курирует эту тему. Министерство финансов в целом ведет работу по контролю за расходами бюджетных средств. Муниципалитеты должны приложить максимум усилий. Еще раз говорю, это территории, которые вы возглавляете. Вы каждый день общаетесь с людьми. Появление новых объектов, изменение инфраструктуры, модернизации, она в первую очередь дает людям надежду на качественное изменение жизни в регионе. Поэтому это вместе с вами у нас персональная ответственность. Это не только перед федеральным центром, а у вас передо мной. Это еще в первую очередь перед людьми. За 2 года в регионе добились безопасного уровня госдолга. Бюджетная политика направлена на обеспечение платежеспособности и уменьшение кредитных обязательств. Предусмотрено привлечение возобновляемой кредитной линии, что будет способствовать снижению расходов на обслуживание долга. Окончательно бюджет утвердят депутаты Госсовета Коми на ноябрьской сессии.